Более 100 ролей в театре, более 100 ролей в кино и больше полувека на сцене. А сегодня уже в эфире нашего телеканала. Итак, я представляю Валерий Малюшин, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан. Валерий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Мы вас очень рады приветствовать у нас в студии. И, наверное, вот я сейчас сказала о том, что уже больше 100 ролей и в кино, и в театре, и уже вот на сцене больше полувека. А сейчас, на сегодня, какие роли исполняете в театре? На сегодняшний день в театре у меня 10 спектаклей. Перечислить? Ну, 10, знаете, сама по себе же цифра. 10 разных названий, да. Не 10, 10 вообще игра, 10 разных названий, которые я играю каждый месяц. Это «Голубая камея», мюзикл, куда я ввелся, где очень много бывает зрителей. Всегда этот спектакль очень популярен, причем уже давно. Я в него вошел со своим приездом и с удовольствием играю и пою. Также играю главную роль в спектакле «Дом для сумасшедших». Это итальянская комедия, очень легкая, искрометная, веселая, которую зритель тоже с удовольствием смотрит, и я в ней с удовольствием играю. Вот. Играю в спектакле «Пока она умирала», который будет вот в мой юбилейный день играться. Там тоже у меня большая роль. Это пьеса на 4 человек. Фильм был, который назывался «Приходи на меня посмотреть». Вот то, что играл Янковский, только здесь в другой интерпретации играю я. А потом спектакль «Старый дом», там у меня небольшая роль. Сейчас вот была последняя премьера по письмам и дневникам Мустафы Карима, который сделал режиссер, инсценировку сделал режиссер Ильсур Казакбаев, очень пользующаяся таким вниманием со стороны зрителей пьеса, которая очень трогательная, на ней даже сидят, некоторые плачут. Она, такой удачный спектакль получился, в котором все артисты, нас там 6 человек, тоже мы играем с большим удовольствием и отдаемся полностью материалу. Валерий Иванович, да. Если вспомнить именно, вы в свое время закончили именно учебное заведение в Ленинграде, и затем уже приехали сюда, в Уфу, в Русский драматический театр. Да. Проработали в нем 30 лет. Более 30 лет. Более 30 лет, почти 33 года, да. И уже, будучи вот в таком вот возрасте, почти 50, да, было, если я не ошибаюсь, может быть, плюс-минус. Было уже 53. В 53 года, и вы штурмовали Санкт-Петербург, столицу, северную столицу, как говорят. Несложно было, мы просто если спроецировать на профессию журналиста, то в этом возрасте, наверное, непросто переехать. Конечно, непросто. Просто сложилась такая ситуация. У нас дочь поступила учиться в Международный банковский институт в Петербурге. И чтобы не оставлять ее там одну, мы с женой решили быть рядом. Поэтому мы переехали в Петербург, чтобы она была как бы в домашних условиях, училась и жила, чтобы и нам было спокойнее, и ей проще. А уже переехав туда, я попал в кино, и пригласили меня, так называется, Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и молодежи. Там она филармония, но в ней и оркестр, и хор, и балет есть, но есть драматическое отделение, где просто играются классические русские спектакли. Островский, Грибоедов, Толстой. И вот в этом театре я и работал. И также в Санкт-Петербурге вы действительно и попали, открыли для себя кино, открыли как актер. Кино открыл как актер я у себя в Уфе, когда Булат Юсупов снимал фильм «Седьмой лет Сюмбель». В нем я единственный русский актер среди башкир, сыграл роль Иван Иванович, по-моему, его звали. Вот это было первое для меня кино. В Санкт-Петербурге расцвели, да? А уже там, да, дальше уже как бы была
большая возможность в разных проектах побывать. Ну, у вас действительно такой разносторонний репертуар, если говорить и театр, и кино, причем если в театре вы играете и Гамлета, то вот, знаете, на фоне Гамлета еще и такие сериалы, как «Ментовские войны», поправьте, если не права, «Бандитский Петербург». Ну, вот как это укладывается в одно амплуа, в один репертуар у вас? Ну, а что, все же люди, и Гамлет человек, и менты люди тоже, у них свои характеры, свои какие-то воззрения, свои желания. Они обыкновенные люди. Я в «Ментовских войнах» играл хорошего, доброго начальника. Вот. Правда, его застрелили не ко времени в первом сезоне, так что дальше не пришлось играть в следующих сезонах. Но вот уже в сериале «Шеф» я играл генерала Островского, который был такой коррупционер, карьерист, ну и довольно такая несимпатичная личность. Вот мы с вами еще до эфира обсуждали, что в чем особенности театра, кино с актерской точки зрения, именно как для актера. И вы сказали, что вы любите все. Но есть особенности вот в этих двух жанрах. Вот скажите, какие особенности для наших телезрителей тоже? Ну, особенность театра в том, что ты долго работаешь над ролью, над спектаклем. Это бывает месяц-два, может быть, 3. Некоторые работают целый год. Но сейчас уже, наверное, такого нет. Раньше были спектакли, которые очень долго прорабатывались, выверялось все. И ну, актер, когда выходил, он уже был полностью готов, полностью как бы растворялся в своей роли. Все для него было понятно. В кино же это происходит очень быстро. Одна серия вот в каком-то многосерийном фильме снимается примерно неделю. Тебе дают текст, и ты должен приходить на площадку полностью подготовлен, чтобы у тебя был образ, знал текст и хорошо сыграл. Означает ли это, что вот именно образы, которые мы видим в театре, они более проработанные, допустим, чем в кино? Ну, конечно, и поэтому вот, обратите внимание, что в кино обычно такие сложные роли, как правило, играют артисты театра, которые знают, как лучше сделать роль. Большие роли играют театральные актеры. Какие вам самому ближе роли? Вы из всех вот этих вот того разнообразия, о котором мы говорили, но мы говорили, что их больше 100, что для вас ближе? Вот именно вы и добрых играли людей, и не очень коррупционеров тоже. Ну, для меня какие-то были такие знаковые роли, которые и меня, в общем-то, формировали и меняли как человека, которые, мало того, что я им что-то давал, свое как бы ощущение и свою органику этим ролям, но и эти роли учили меня чему-то того, чего я еще не знал и не делал в жизни. Вот такие у меня были знаковые спектакли, которые формировали и меня как человека, как личность. Это был первый спектакль в театре, когда я отработал только еще один сезон. Он назывался «Не беспокойся, мама», Нодар Думбадзе. Вот. Потом был спектакль «Царь Федор Иоаннович», который тоже как-то меня изменил. Ну, конечно, «Гамлет», «Дядя Ваня», Чехова, Астров. Вот такие были знаковые роли, которые и актера формируют как человека, как личность. А есть роль мечты, которую бы еще хотели сыграть? Теперь уже нет. Уже поздно. Все мечты, как бы, они... Сбылись? Половина сбылись, причем, как бы, со своей стороны не прилагал к этому никаких усилий, а они пришли, как бы, сами собой, хотя я о них мечтал. Но такие роли, как уже там, о которых мечтал князь Мышкин или Сирано де Бержерак, уже об этом мечтать уже не приходится. Мне кажется, нужно поговорить еще об одном поворотном моменте, который был в вашей карьере. Мы с вами поговорили о том, что когда вам было уже больше 50, вы уехали в Санкт-Петербург, но потом, через некоторое время, в 2021 году, да, если я не ошибаюсь, да. Вы вернулись обратно в Уфу. Знаете, очень многие мои бы коллеги сказали, ну это с поражением вернулись в Уфу. Как ваши коллеги сказали? Нет, ни с каким не поражением. Я там очень хорошо работал и в кино,
и в театре, но все ведь решает семейная жизнь. А семейная жизнь сложилась так, что у нас здесь была старенькая мама, которой было 100 лет, и за ней был нужен уже уход, тоже помощь, присмотр, и поэтому мы вернулись сюда. Ну и дети у нас были все здесь, и дети, и внуки. Мы скучали, и поэтому решили вернуться. Ну и в конце концов, вы любите Уфу? Конечно, конечно. В одном из своих интервью вы признались, что особенно любите уфимскую Черниковку. Ну вот такое признание, знаете, не все любят именно этот микрорайон. Ну я там вырос, я окончил школу, и Черниковка прежняя, она совсем не такая, как сейчас. Это был просто какой-то курортный городок когда-то, где во дворах били фонтаны, были чудесные скверики, все было в цветах. Чудесный был город. Сейчас уже не то. Вы уже сказали, что в день своего юбилея вы снова будете на сцене, правильно понимаю? Да, да. Ну вот не хотелось, наоборот, в этот день, может быть в зрительном зале, может быть, как-то отметить по-другому. Не было такого желания? Или наоборот? Оно есть это желание, и оно отметится. Ведь спектакль закончится, а потом можно и отметить. Какая постановка будет? Пока она умирала. Может быть, как-то театр пошел вам навстречу, именно специально одну из ваших любимых, может быть, постановок? Ну да, со мной посоветовались, чтобы я хотел играть в этот день. Я сказал, что хочу играть эту роль. Почему? Да. Ну, потому что она мне по душе. И спектакль по душе, и партнеры по душе, и зрители очень рады этому спектаклю. Ну и один из таких, наверное, традиционных вопросов, который задают, но не могу не спросить. Какой он уфимский зритель? Может быть, избалованный нынешними сериалами бесконечными, может быть, еще социальными сетями и так далее? Или все же понимающая у нас публика? У нас очень хорошая публика. Вот избалованный это вот Санкт-Петербург, Москва, там не всегда зрители встанут после спектакля и стоя будут аплодировать. В нашем же театре очень благодарная публика, очень хорошие зрители. Они долго не отпускают артистов, постоянно стоят, аплодируют. Ну и видно по их лицам, что они счастливы. Валерий Иванович, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, поделились своими мыслями, своими впечатлениями, рассказали, может быть, не так много у нас было эфирного времени, но тем не менее рассказали о самых поворотных моментах своей карьеры, своей жизни. Мы желаем вам дальнейших успехов, чтобы дальше также вы радовали наших зрителей. И, наверное, театр все-таки заставляет людей думать. Конечно, конечно. Так что приходите в театр, будем встречаться подольше, чем сегодня. И я думаю, вы получите удовольствие и повод для размышлений. Спасибо огромное. Пожалуйста. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.